Выдержка из журнала «Глобус» Географического общества. Женева, Швейцария. Дата издания 1903 год. Из архива Французской национальной библиотеки, город Париж. Автор текста Дангельштадт. Кавказские горцы, самые смелые последователи ислама, когда-то доминировали в значительных количествах в высоких горах и глубоких ущельях главной цепи Кавказского хребта и его разветвлений. Они защищали свою страну и свою независимость от иноземного захватчика в течение почти полувека с такой храбростью и яростью, о которой можно дать представление только в эпических поэмах. После окончания войны большое количество выживших в этой героической борьбе покинули свою страну, чтобы погибнуть в бою или нищете в различных турецких провинциях, куда они уехали и где, наконец, обрели вечный покой. Текущее число горцев, остающихся на Кавказе, оценивается примерно в 620 тысяч человек. Они все разделены на 35 различных племен или кланов. Все эти племена имеют очень древнее происхождение. Они говорят на разных языках, все гортанные, некоторые агглютинативные, в основном без письменности. Они хранят много традиций, которые передаются от отца к сыну, и у них есть привычки и обычаи, которые могут нас удивить. Мятежники прогресса в нашем понимании. Этих неукротимых сыновей гор было бы интересно изучить. Некоторые российские и зарубежные этнографы посвятили себя их изучению, но сложность в этом велика. И стоит опасаться, что они унесут с собой в безмолвную гробницу множество секретов, которые могли бы однажды пролить свет на наше собственное происхождение. Кавказский горец, безусловно, представляет, по крайней мере с физической точки зрения, один из самых красивых типов человечества. Среднего роста, стройный, хорошо сложен, гибок и проворен. Его овальное лицо с правильными чертами напоминает древнееврейский тип. У него красивый длинный прямой нос, большие черные глаза, живые и проницательные, маленький рот, ровные белые зубы, густые темные волосы. Он рожден всадником и составляет единое целое со своим конем. Такой же проворный, легкий и бесстрашный, как и он. Оба воздержаны до крайности, едят только один раз в день и нуждаются только в небольшом отдыхе. Умный, щедрый, гостеприимный, жестокий и несдержанный, сильный как в своей любви, так и в своей ненависти. Горец Кавказа, несомненно, был бы способен к просвещению, но тысячи препятствий противостоят ему, и он остается невежественным и необразованным. У него, однако, есть вкус к красивой одежде, оружию и прекрасным лошадям. Он также любит музыку, которую выражает с помощью примитивных инструментов. И он любит петь. И заставляет себя услышать повсюду, на вершинах гор, в глубоких ущельях или возле ручьев, куда молодые девушки приходят с кувшином, чтобы зачерпнуть воду. Обычно считается, что эти горцы не ласковы к своим женам и сестрам, что они перегружают их работой, плохо обращаются и пренебрежительно относятся к ним. У этих людей действительно трудная жизнь. Они грубые, импульсивные, у них преувеличенное уважение к силе. Но это не мешает им, детям природы, иметь любовь к своим семьям. И если судьба женщины трудна в этой суровой обстановке, то не только из-за мужчин, но и из-за обстоятельств и сложностей в борьбе за существование. Таким образом, горянка рано приобретает остроумие и характер. Она смелая, и именно самым доблестным мужчинам она отдает свое сердце и руку.